Вы смотрите «Вести Тимана-Сосногорск». В студии Влада Гришаева. Здравствуйте. Для любого города лето – это пора благоустройства. Не исключение и Сосногорск. В эти дни специалисты различных организаций занимаются приведением в порядок дорог, озеленением территории и другими видами работ. Для организаций, занимающихся городским благоустройством, лето по-настоящему горячая пора. Среди множества видов работ для горожан самые ожидаемые – дорожные. Как отмечают в управлении ЖКХ, асфальтирование запланировано как в Сосногорске, так и в Устюгте. В рамках технического обслуживания, санитарного содержания уличной дорожной сети подрядная организация «Спецавтодор» выполняются работы по сплошному асфальтированию и ямочному ремонту. По улицам Лесная, Вокзальная, Восточная, Комсомольская, частично Молодежная, частично Зоя Космодемьянская. Асфальтирование должно завершиться уже к концу июня. Правда, если позволят погодные условия, отмечают специалисты. Еще одно направление работ – обследование и ремонт городской дренажной системы. На основании заявок обслуживающих организаций и местных жителей представители Управления жилищно-коммунального хозяйства и Управления капитального строительства осматривают колодцы, занося все выявленные проблемы в дефектные акты. Это провалы, значит, это у нас необходимо сделать оголовок и установку люка. Прочистка, соответственно, этих колодцев от мусора, грязи. Ну и вот мы были на площадке вертолетной, значит, там провалился колодец, там нужно будет еще, соответственно, благоустройство. То есть там провалилась брусчатка, будем восстанавливать еще благоустройство. Следующий этап – произведение сметных расчетов и объявление аукционов. Уже за этим последуют ремонтные работы. Позаботятся специалисты и о внешнем облике Сосногорска. В эти дни во всех частях города проводится высадка цветов. Улицы и достопримечательности украсят петунии, бархатцы, виолы и другие сорта растений. В этом году акцент цветников у нас сделан именно на яркость цветов. То есть мы, когда выбирали, и прорабатывали вопрос по эскизным вариантам, именно акцент был сделан на такие сорта цветов, как петуния, львиный зев, виола. Цветы эти очень яркие, поэтому городу Сосногорску очень хотелось бы придать именно яркости, чтобы в летний период цветники радовали наших гостей и горожан, естественно, в первую очередь, красотой. Высадка цветов завершится в ближайшие дни. Сколько они будут радовать сосногорцев, зависит не только от профессионализма специалистов и погодных условий, но и от того, насколько бережно горожане будут относиться к результатам вложенного труда. Андрей Калиничев, Евгений Юрин, Вести Тимана, Сосногорск. Сотрудники Сосногорского водоканала провели плановый рейд, в ходе которого проверили наличие и правильность подключения приборов учета. В этот раз объектами проверки стали частные домовладения. Все ли потребители соблюдают закон, выясняла и наша съемочная группа. На сегодняшний день долг потребителей перед ресурсоснабжающей компанией составляет более 40 миллионов рублей. И такие контрольные мероприятия – это один из способов выявить злостных неплательщиков и призвать их к ответу. На данный момент контрольные проверки мы проводим в частном секторе нашего города. Выявляем нарушения в обустройстве узлов учета, несанкционированные подключения, самовольные присоединения к централизованной системе холодного водоснабжения и водоотведения, что влечет за собой штрафные санкции и до начисления размера платы за коммунальные услуги. Помимо этого, представители водоканала проверяют состояние приборов учета, достоверность предоставляемых потребителям сведений, а также выясняют причины, по которым потребитель при наличии технической возможности не установил счетчик, ведь в соответствии с законодательством он обязан это сделать. Если приборы учета не установлены, а техническая возможность имеется, то оплата будет происходить по нормативу с повышающим коэффициентом. В частном секторе ситуация с учетом воды усложняется еще и летними поливами и незаконными подключениями к сетям водоснабжения. Потребители не вправе самовольно присоединять к водоразборным колонкам шланги, трубы и иные устройства. Также хотим напомнить о том, что водоразборными колонками могут пользоваться только те люди, которые проживают близ водоразборных колонок и оплачивают, соответственно, квитанции по пользованию водоразборных колонок. К слову, только за первый летний месяц в частных домовладениях уже выявлено более десятка различных нарушений, среди которых чаще всего встречаются именно отсутствие приборов учета воды и самовольное подключение к сетям. Последнее грозит нарушителю значительным штрафом. Такие рейды водоканал будет проводить регулярно, и коснутся они не только частников, но и жителей многоквартирных домов.
При этом ресурсоснабжающая организация надеется на понимание и поддержку сосногорцев. Ведь только общими усилиями можно навести порядок в такой важной сфере коммунального хозяйства, как водоснабжение. Елена Двожик, Евгений Юрин, Вести Тимана, Сосногорск. В Сосногорском районе продолжается реализация программы «Доброе лето». Для юных жителей муниципалитета подготовлено множество разнообразных мероприятий, среди которых каждый ребенок может найти что-то интересное. О том, какие развлечения были предложены мальчишкам и девчонкам на минувшей неделе, в нашем следующем материале. Для ребят летние каникулы – это не только возможность отдохнуть, но и шанс научиться чему-то интересному. В рамках муниципального проекта «Доброе лето» в библиотеке имени Якова Рочева каждый вторник проводятся мастер-классы для детей. Любой ребенок может прийти к 15:30 и своими руками под присмотром сказочного персонажа Мальвины сделать что-то для себя или своих родных. Первое занятие было посвящено канзаши – изготовлению цветов из ткани. 8-летняя Люба Шамкина с удовольствием приняла участие в мастер-классе. Я делала брошку из ткани розового цвета. И куда теперь ты будешь носить эту брошку? Но можно куда-нибудь, например, если поехать на море, можно ее одеть и погулять. Девочка любит читать и мастерить различные поделки. Говорит, что научиться делать красивые вещи интересно. Ребята, посещающие мастер-классы, с ней согласны. Например, рисовать нитками оказалось увлекательно. Техника для них новая. Мы хотим для начала показать, что лето – это не только пора развлекания и гулянок. То, что в библиотеке тоже проходит много всего интересного, и это не только чтение книг, что спектр различных мероприятий очень широк. Это и мастер-классы, например, сегодня мы будем делать маски. И помимо библиотеки будут проходить мероприятия в Юготлуне. По четвергам в 14 часов, если, конечно, позволит погода, в Юготлуне всех мальчишек и девчонок будет ждать Пеппи длинный чулок. Ребятам гарантированы отличное настроение и новые знакомства. Смогли этим летом ребята освоить и азы спортивного туризма. Первый месяц каникул многим девчонкам и мальчишкам запомнится благодаря первому в их жизни турслету. В программе викторина, ориентирование и полоса препятствий. Сложность этапов соответствует уровню подготовки участников состязаний. Пусть это достаточно простое, ограниченное пространство, но в то же время это позволяет какой-то навык. Здесь сделать, находить привязки какие-то. Дальше. И третий этап – это полоса препятствий. Туристская полоса препятствий. Она где-то из 5-6 этапов. Это те, которые позволяют тоже приобрести какой-то навык. Потому что вот мы ходим в походы, вот эти этапы, те, которые мы применяем. Мы берем с собой веревки и прямо на местности уже их применяем. В этом году турслеты впервые были отдельно организованы для ребят из разных частей города, а также для мужских и женских команд. Итоги подводились по каждой из дисциплин. На минувшей неделе в Сосногорском доме детского творчества состоялось открытие творческой площадки «Арт-лето», которая проводится в рамках муниципальной программы. Те дети, которые не записались на площадке, имеют возможность провести лето весело и с пользой. Данная программа будет реализоваться в течение всего лета, уже июня. У нас несколько мероприятий прошло, июль и август. Для тех детей, подростков, детей, которые будут не заняты летом и могут каждый четверг или пятницу по расписанию приходить. Реклама будет ВКонтакте, будет реклама во всех средствах дана об этих мероприятиях. Ребятам, проявившим инициативу, предложили попробовать себя в прикладном виде творчества и изобразительном искусстве. Мальчишки и девчонки вырезали шедевры из фуа Мирана, учились изображать портрет на бумаге карандашом и узнали, как правильно рисовать по мокрому полотну. Бумага мочится с обеих сторон. Обязательно с обеих. Потому что если я намочу бумагу только с одной стороны, вы смотрите, что с ней происходит. Вы, наверное, сталкивались, да, с таким? Да? Вот. Я намочила заднюю сторону, я смачиваю всю переднюю сторону. Педагоги дополнительного образования Дома детского творчества предложили детям пройти курс «Художник за 6 дней». К слову, звучит многообещающе. Я занималась в кружках, я не понимала, как можно это рисовать. И только художник за 6 дней открыл мне глаза, что я вижу не как художник, а как обычный человек. Вот представьте себе море, закройте глаза, представьте море. Что вы видите? Море. Вот. А я еще слово море видела. Море. Или там, если мне сказали, представь березу, я вижу береза написано. То есть у нас воображение не развито только из всего.
Ну, естественно, мы, конечно, не умеем пользоваться теми приемами, которые знают художники. И вот этот курс «Художник за 6 дней» мне как раз в этом и помог. В этот день прикоснулись к искусству десятки активных ребят, а поделки и рисунки, которые удалось им воплотить в жизнь, они забрали с собой на память. Напомним, свои двери для неорганизованных детей ДДТ открывает каждый четверг и пятницу. Андрей Калиничев, Влада Гришаева, Наталья Максимова и Евгений Юрин. Вести Тимана, Сосногорск. На прошедших выходных жители Сосногорского района окунулись в эпоху 15-16 веков. В селе Устюхта развернулся настоящий походный лагерь средневековых путешественников. Поводом послужил старт экспедиции по маршруту первых в истории русского государства рудоискателей Печорского края. От Ухтинского Волока до Цилимских рудников на старинной ладье. Участники регионального клуба исторической реконструкции «Кречет» поставили себе нелегкую задачу. Свою экспедицию они назвали «Великий водно-волоковый путь». Она повторяет маршрут первой в истории русского государства геолого-разведочной экспедиции для поиска и разработки серебряной и медной руды в Печорском крае. Длина маршрута составит 650 километров, а длительность примерно 30 дней. Предполагалось, что изначально мы пойдем от поселка Переволок под Ухтой, то есть по реке Шамвуква, впадающей в Ухту и дальше. Но, к сожалению, учитывая водоизмещение нашей ладьи, эти реки для нас непроходимы. То есть мы просто не смогли бы там пройти, поэтому решили чуть выше подняться по маршруту, и вот определили конкретно вот эту точку как место старта. В путь реконструкторы отправились не на современных судах, а на действующей реплике древнерусской парусной гребной ладьи. На таком типе судна ходили по Северной Европе, в том числе и по территории нашей страны в Древней Руси, начиная с X века и заканчивая временами Петра I. Судно собрано клинкерным образом, на заклепках, имеет прямое парусное вооружение. Это довольно древний вид вооружения, довольно простой, не позволяет, например, ходить против ветра под острыми углами. Но в нынешнем путешествии нам это и не надо. На море мы собираемся, может быть, только в следующем году, поэтому, в принципе, нынешнее вооружение нас устраивает. 4 пары весел. Скорость мы на тренировках развивали на веслах до 8-9 км в час. Под парусом при не очень сильном ветре мы достигали аж 13 км в час. Ижма речка с быстрым течением, поэтому, в принципе, ходовые у нас дни будут вполне себе по расстоянию приличными, скорее всего. Но мы торопиться не собираемся, надо все делать аккуратно, потому что дно каменистое, есть отмели. Киль, конечно, усилен металлической полосой, но лишний раз не стоит перенапрягать и ударять лодку о мель. Поэтому будем ходить аккуратненько. Десятки жителей и гостей Сосногорского района приехали посмотреть на историческое событие. Специально для них участники клуба «Кречет» подготовили зрелищную программу. Здесь мастер-классы по чеканке средневековой монеты, изготовлению деревянного весла, розжиг костра с помощью кремня и кресала. Но самым впечатляющим представлением стал поединок витязей. Они сейчас повеселят. Искры летят. Антураж средневековья захватывал дух. В лагере развернулась походная кухня, где готовилось блюдо по оригинальной рецептуре 15 века – казачий кулеш. Сами по себе организаторы являлись экспозицией, учитывая, что они были одеты в костюмы соответствующей эпохи. Участники клуба «Кречет» рассказали, что давно мечтали приобрести старинное судно. Но исполнить задумку получилось только сейчас. Осенью прошлого года клуб подал заявку в фонд президентских грантов и получил поддержку. На реализацию проекта организации выделили 2,5 миллиона рублей. В итоге получился длительный и зрелищный проект, который предполагает сплавы на ладье по историческим маршрутам. В следующем году, например, организаторы планируют дойти на ладье до Воркуты или пройти по Цильме до бассейна Мезени. В воскресенье экспедиция в количестве 8 человек на ладье «Варыш» отправилась в свой первый исторический во всех смыслах путь.
Влада Гришаева, Евгений Юрин, Вести Тимана, Сосногорск. В завершении выпуска о погоде. Предпоследняя неделя июня началась с холодов. Но уже со вторника с запада начнет поступать более теплый и влажный воздух. Температурный фон приблизится к норме, но вместе с потеплением придут дожди с грозами. Не исключено, что местами они будут сопровождаться резким усилением ветра. По ночам ожидается в пределах 5-12 градусов. Дневная температура воздуха будет повышаться до 16-21. На сегодня это вся информация. Новая уже в следующих выпусках нашей программы. А я с вами прощаюсь. Всего доброго и до свидания.